Когда умру, прошу не суетиться, живых цветов прошу не омрачать. Еще прошу, вы дайте мне напиться из кружки алюминиевой. Как знать, быть может, сам я в смерть свою поверю, но прежде чем глаза мои прикрыть, взгляните, други, может быть, за дверью любовь моя со скрипкой стоит. Руслана Семенова не стало 12 июля 1985 года. Ему было 37 лет. В этом году он сравнялся бы со своим поколением и отметил бы свое 50-летие. Пусть я умру, а вы живите, и без меня ко мне входите. Погаснет свет, свечу зажгите, и о грядущем говорите. В день его рождения собрались близкие друзья. Они уже обогнали его в возрасте, а он остался вечно молодым. Ему было 37. Сегодня они вспоминают его разным, каким каждый из них запомнил Руслана Семенова. Но главное, что объединяет их память в единый аккорд. Поэт Руслан Семенов был совестью их поколения. Он не был признан официальной культурой, но признан был ими, поколением 60-х, 80-х. А это главное признание поэта. Это единственный встреченных мной поэтов, который приобщился к тишине. Вот не зря, что, как у него было сказано, колокол тишины. Дело в том, что, по моему глубокому убеждению, время не идет, время стоит. Это мы приобщаемся к этому времени, и, может быть, движение все идет наоборот от нас, главной доминанте времени. Насколько мы приобщимся к этой тишине, к этому безмолвию, настолько мы будем, может быть, соответствовать этому времени, в глазах у которого и в поступках которого всегда чувствуешь, что он приобщался все время к тишине, к внутреннему спокойствию и равновесию, и наитию тишины. Это не только в поэзии было, это в каждом его движении. И, как известно, люди не всегда в унисон живут. У меня было лирическое настроение, у него другое. Мы не поняли друг друга. И очень редко понимают люди друг друга, потому что в разное время они приобщаются к тишине. Руслан всегда стремился найти общее, адекватное настроение с любым человеком. В этом его интеллигентность, в этом его глубокая сущность поэта, потому что он приобщался к тишине. Что вы, ребята милые, вроде бы стали старше, строже, и дети ваши в школу пойдут, а жизнь вечно с сиренями, вечно связана скрипкой вчерашней, и по ночам бьет бессонница музыка, ворожит, но ребята, будто поняв мои укоры, просят меня осторожно что-нибудь почитать. Читаю, читаю, читаю. Со мной никто не спорит, все видят, никто не помнит. Но я не имею права молчать, не имею права. Само понятие смерти в обывательской жизни, в том плане, в котором оно существует, и когда это случается, когда человек уходит из жизни, когда жизнь заканчивается, и вот она реально не существует, она материальная, ушла вот в небытие, конечно, это ужасная трагедия. Мысль только такая свербящая, очень долго сохраняющая, просто, я не знаю, истязающая мысль о том, что его уже как бы и нет. Но по прошествии какого-то времени вот я просто поняла, что на самом деле это не так.
на самом деле все равно есть дух. Приходит это, не знаю, мне кажется, что это приходит со временем. Это приходит со временем, когда ты видишь вокруг себя своих близких, это приходит со временем, когда ты начинаешь осознавать себя в той ситуации, в которой существует сегодня, когда ты читаешь его стихи, видишь его рисунки, возвращаешься к его книгам, занимаешься какими-то проблемами, которые касаются его, к которым он имеет отношение, и ты начинаешь понимать, что ты это делаешь не случайно, и начинаешь понимать то, что происходит вокруг тебя, это тоже не случайно, и что он в первую очередь, он мой брат Руслан, он, конечно же, во всем этом участвует обязательно, и только поэтому, может быть, оно получается, и только поэтому оно принимает именно ту окраску, которую оно должна принимать, именно поэтому появляется та нужная интонация, которая должна была прозвучать. Вот, ну, мне кажется, что это так. Ну а потом творчество не может быть бессмертным. Я считаю, что на самом деле рукописи не горят. Этого просто не может быть. Это часть души, это самая большая часть души, это то, что должно остаться всегда. Воспоминания — это всегда очень сложно. А воспоминания — это какая-то огромная мозаика, это какая-то совокупность фактов, которые связываются в какую-то большую единую картину, создающую образ человека, который прожил. И этот человек — это мой брат. Мозаика, на мой взгляд, которая составляет мои воспоминания, это какое-то огромное, на самом деле, полотно, откуда сложно выбрать некий какой-то фрагмент. Это нечто очень единое. Каким был Руслан? Ну, наверное, прежде всего, это был удивительно тонкий, удивительно хрупкий человек, очень интеллигентный. И хрупкость его не состояла в беззащитности. Нет, скорее наоборот, это была некая хрупкость и открытость души. Руслан очень бескомпромиссный, прямой, и в то же время периодически какой-то скованный и неловкий в своих движениях. Руслан, который был во времени, ну, наверное, как и всякий поэт, во времени, которое было ему не то чтобы неадекватно, но время, которое его не понимало, но время, которое он очень тонко чувствует. Человек все равно остается один бесконечно. Рухнул дворец иллюзий, вмиг обнажился мир. О, мое горе, разум, как беззащитны мы! Нищий найдет голодного, доброго ждет обман, гордый найдет отдушину, мудрый сойдет с ума. Когда-то Руслан Семенов сказал о Кайсыне Кулиеве: мальчик с глазами мужчины. Но как же это определение подходит к самому Руслану? Мальчик с глазами мужчины. Я всегда вспоминаю Руслана большим ребенком, внешне сильным, нежным и ранимым внутри. Так скажет в своих воспоминаниях о поэте его близкий друг, художник Заурб Гажноков. И в этом, мне кажется, страшный диссонанс жизни и поэзии Руслана Семенова. Оголенная чистота мыслей и поступков и трагическое понимание человека как страшного существа, живущего на планете. Когда бы тем, кто убивает совесть, однажды удалось ее убить, и люди в наказание за это, убивших совесть, в клетки посадили б, возник бы фантастических размеров зверинец, говорящий на земле. Зачем, скажите, надо ловить и мучить змей, когда так много яда на языке людей? Я прочту строки, в которых, мне показалось, Руслан сформулировал закон человеческого общения. Он прост, как все законы природы. Это не библейские мотивы всепрощения, а беспощадная оценка человеческих принципов бытия.
Кто-то может с ними не согласиться, но мне они близки и понятны. Лев ненавидит шакала, орел презирает змею. Природа нам подсказала, как честь сохранить свою. Чтоб не было в жизни туго, добавить еще могу. Не делай врага из друга, и другом не будь врагу. Осторожно, злые собаки, осторожно скрипнула дверь. Осторожно, злые собаки, это значит, людям не верь. Осторожно, злые собаки, здесь, наверное, нет людей. Осторожно, злые собаки, лишь собаки до мозга костей. Осторожно, злые собаки, на двери в человеческий дом. Осторожно, злые собаки, хоть собаки и ни при чем. И, наверное, уходя от этого страшного открытия, поэт приобщался к тишине и безмолвию родной природы. Соприкосновение с ними давало ему внутреннее спокойствие и равновесие. Сквозь тоску и одиночество прорывался светлый слог, лучезарное, восторженное отношение к миру. На траве еще зеленой, в родниковейшем краю, под осыпавшейся кроной я молчание храню. Поднимусь, шагнув вслепую, и у неба на виду землю эту расцелую, стану молча и уйду. В родимом Нартане был месяц апрель. Я встал с колыбели и сделал свирель. Когда я увидел простор синевы, слезинка упала на стебель травы. Руслан Семенов создавал образ родной земли без изящных эпитетов и метафор. Это любовь в чистом, необъяснимом средствами поэзии виде, почти молчаливая любовь, как карандашный рисунок, в котором нельзя спрятаться за цвет и фактуру живописи, звучат его стихи о пейзажах Кавказа. В картинах родной природы лаконизм, доведенный до совершенства, сдержанная тихость и простота. И еще в этих незамысловатых, на первый взгляд, пейзажных зарисовках звучит философия поэта. Постижение бесконечности Вселенной через крохотные мгновения земного бытия. Все мне ближе год от года, все желание для пера, осень, вечность и свобода, ясной ясности пора. Я готов глядеть часами в полудикий край лесов, даль просвечена лучами, мягкий свет их греет кровь. С виду я кажусь беспечным, но как бездна над землей занят дух мой чем-то вечным, и глубок его покой. Свет в ущелье тускнеет, меркнет русло вдали, мертвой вечностью веет от сыпучей скалы. Но у края вселенной, ближе к бездне земной, лист кружится осенний, звук рождает живой. Сердце любить перестало, сира, но дело не в том. Мама печальнее стала, плачет, наверное, тайком. Свободный гений, могучий дар, ловец мгновения, поэт-бунтарь, убит бездарными врачами. Когда ему удача мама звал, почитал, а я ему все время придирался, все мало, все мало. Он так старался. Он пишет о своем рубашке:
Мама, сошей мне платья бедной юности моей. Нет, сошей меня рубашку белую, Мама, бедной, шей мне белую рубашку, бедной юности. чистой юности. Ага, моей. ага, Да, ага. да. Сердце любить перестало, сил, где он в том. Мама печальней стала, плачет, наверное, тайком. Что ты, родная, не надо, я еще встану, очнусь, в сводах весеннего сада в белой сорочке пройдусь. Жизни том зачитанный просрочу, выйду к небу старых сентябрей. Мама, шей мне белую сорочку, бедной, чистой юности моей. Бедный он был, бедный, без работы был. Работу не давали. И не знаю, что-то трудно было устроить его работать. А почему, как вы думаете? Не знаю, почему издательство он издал своим товарищам книгу, и после этой книги его выставили. Сын партизана Семенов. Он издал тогда Хашкасимова непридуманные рассказы, где рассказал о депортации балкарцев. Тогда эта тема была запрещена, и его убрали из издательства. Да, об этом вспоминают сейчас с большой любовью люди, которые с ним работают. Не знаю. Это было тогда очень мужественный был поступок. Да. А вот чем вы больше... Как будто с партии прислали, и это почему такие издаете, такие теперь издали, в Москве они издали. Да, тогда трагедия. Да, в Москве и Хашкасимов, и вот Маржохов. Чистые и честные романы были. И после этого он 9 лет не работал. 9 лет. Болгарский платок вязала, Беларуси возила, там хорошо покупали, и не отнимут, я покажу мужу документ, они мне не арестовали. Вот так я зарабатывала. Что муж ваш был белорусских партизан. Да, он в Центральном музее, его портрет, его отряд, портрет лежит. Он 37 своим отрядом, 37 вражеских эшелонов бронепоезда под откос спустил. Он очень ценил отца. Он не обижал отца. Он на улице не шлялся. Он не пил. Редко, когда компания, когда как, и он без денег, без работы. Целого спортсмена. Он боксер был, борец был. С боксом он занимался. Боже мой, чем он только не занимался. Всегда он занят был. С детства занята была. Когда умер Руслан, была какая-то официальная церемония при участии Союза писателей? Вот как-то официальная культура выделила вот это страшное событие? Было как-то оно отмечено? Там, Союзом писателей, обкомом партии? Нет, без работы поэт кому нужно? Без работы поэт. В Беларуси ездили экскурсия. Экскурсии ездили большой один начальник, руководитель Беларуси посмотреть после войны. Он увидел моего мужа Центральный музей Минск. Он не сказал, Семенов, я тебя в Беларуси видел при его жизни. Потом мой сын умер, ходила я к нему по делу. Он говорит: ой, Семенов, я видела, я бледная стала. И отвернулась, ушла. Да, как по-русски говорит. Понял? Да, правильно. Да, не сказал, я тебе твой портрет видела, твой отряд видела, не сказал. А он умер, после него умер сын, я ходила к ним, а он говорит, ой, Семенов, жалко. Такой музей он стоит, и сейчас стоит он там. В Беларуси ценит его, очень ценит его, парашютом бросили.
2 часа ночи. Наш отец, он был участником войны, он был в партизанах Белоруссии. По существу он прошел финскую войну и Великую Отечественную войну. И, в общем-то, память о нашем отце, она как-то светает в нашем доме. И Руслан также, в общем-то, в его сборниках есть посвящение отцу, и не одно, и он тоже очень бережно к этому относился. И, в общем, после смерти отца, вот он сделал такую доску, наверное, значит, с его наградами. Но здесь, в общем-то, не все награды представлены. Часть, в общем-то, в музее находится, и он это, в общем, как-то всегда очень бережно в нашем доме к памяти нашего отца мы относились и относимся и по сей день. То есть вот 9 мая для нас вообще священно, как, в общем, наверное, вот как у нас это семейное, что ли, такое торжество, хотя у нас отца нет, отец мой умер 5 мая, 9 мая, всегда мы праздновали его день. Ну, в общем-то, я думаю, что вот этот период май, это, в общем-то, священные дни для нашей семьи, это для моей мамы, для моей сестры, для моих детей, в общем, для нас, которые, в общем-то, составляют эту маленькую семью. Это нечестно. Честность не было там, где я была, и в другом месте, и в большом месте, и в среднем месте. Не было правды. Они за свои шкуры дрожали. И стихи есть у Руслана на эту тему. Но за что его выкинули из издательства, ведущим редактором работал? За что выкинули? За что выкинули на улицу? Живого, здорового парня. А он пошел в стройке работать. Вот Сережа пошел и работал. Ты, говорит, интеллигент, не будешь работать. Не приняли. На стройку не приняли? Да, а он физически очень любил работать. Очень любил. Очень даже. Если ему физически работы нет, он бокс играл. Да. Надо случайно, я так не хочу больше. В общем, он ни одного кабардинского стихотворения у него нет, хоть бы он мог писать. Но русский язык, Россия, я люблю Россию. Я люблю русский народ, который здесь живут. Особенно жители старого времени, русские, я как родной принимаю. От имени сына. Чужим умом не волшалась я, добра чужого не считал, о жизни думал, очищался и никуда не опоздал. Остался я человеком, высшее звание человека еще никто не получил. Вы не знали, что поэта можно словом отравить, второгодники предмета, называемого стыд. Отчего беда такая, что на кляче вроде вас плетью зависть погоняя, не вползал на Парнас? Из письма близкому другу Александру Мусукаеву. И все-таки я сделал для себя подобных все, что мог. Я написал увесистую книгу. Мне на себе пришлось испытать то, что истинный художник лишен гордости. Осмеянный и даже презираемый теми, кто рано стал понимать значение труда в жизни человека, я сделал то, что считал нужным. Я работал и даже стал проповедником религии труда. Но вся моя беда оказывается в том, что я не кричал об этом повсюду. И я понял, как это тяжело – ходить среди людей и притворяться неубитым. Какое случайное братство, презревшее голод и смерть, меня научилось смеяться и денег совсем не иметь. Какая безумная сила, ведя суетою сует, меня незаметно учила себя никогда не жалеть. Какая жестокая вера
Меня научила бродить раздольями древа и зверя и жить в одиночестве, жить. Какая пустынная осень, слова обрекая на стыд, светло и доверчиво очень тебе помогает любить. Я верил в самопостижение, я учу стихи быть похожими на меня. Что есть истинная поэзия? Сам Руслан Семенов писал об этом так. Конкретное, сегодняшнее, кровью пахнущее надо не есть для меня предмет изучения, потому что я лирик. Еще более глубоко истинный смысл поэзии объясняют всего 4 строчки 2 его маленьких стихотворений поэта Руслана Семенова. В этом и есть, наверное, истинная суть поэзии. Всего 4 строчки, а в них тема психологического романа. Каждым утром весною на дорогах мечты дворник шумной метлою подметает цветы. Она ведь совсем замерзла. Купите бесценное чувство внезапной любви к человеку. Базарный день сегодня, людей не впроворот, и тот стоит голодный, кто булки продает. Торгующихся уйма, торгующий один, но кто кого надует, тот знает Бог один. И там, и тут недаром базар вовсю гудит, и мир базар базаром, но он про то молчит. Уж что не продается, так это совесть. На, поищите, найдется, есть сходная цена. Гони деньгу у входа, показывай товар. Плати, душа народа, как требует базар. Кипит базар от споров, базар — водоворот и зеркало, в котором беда твоя, народ. Ни ты меня ничем не обделила, ни я тебя у жизни не обделил. Меня святая женщина любила, и я, как мог, ту женщину любил. Бродим, с осенью целуемся, ни губ не чувствуем, ни щек. Ну что ты плачешь, моя умница, ведь это очень хорошо. Блестит слеза, прозрачна улица за дальней далью, где свежо.
Ну что ты плачешь, моя умница? Ведь это очень хорошо. Еще зима придет, откружится, мы к солнцу вырвемся еще. Ну что ты плачешь, моя умница? Ведь это очень хорошо. Я был поэт, я добрым был неиспытный, я честен был, как юности крыла. Ко мне ходила женщина на исповедь, а ей сказали: Господи, нашла. Она еще свое не отлюбила, она тогда ни слова искала, а тепла. Она ко мне на исповедь ходила, а ей сказали: Господи, нашла. Ей в любви не клялся, но говорил такое, что даже Нефертити и та сошла с ума, когда январской ранью она сверкнула телом, и ты ослеп от боли, ей стало жаль тебя. И наскоро простившись, она ушла с улыбкой, но две ее слезинки прожгли в дороге снег. Она пошла неспешно по лестнице крутой. При выходе из дома она рванулась с ветром. Она почти бежала, но только от кого? Я, видно, встречу день кончины в преддверии лучших дел, не сделав даже половины того, что я хотел. Но ты уж все одно прости меня, родной народ. Недолог век, а вот мечты под самый небосвод. Смерть, коварная старуха, но и ей не побороть человеческого духа, человеческую